вершинях слава, на вершинях і спокой на землі. Прийди, Створитель, Дух Святый, наведай верников своих, наполни лаской свыше сердце, что порады тобой, названы судья жития, ты найвышайший благодать, життя криниця и любовь, и узмацнение наших душ. Ты спасаешь всех дорог, помогаешь силу отдайца, рассыпая самина. Ты множество мова правда, своею ласкою святи, сердце и разум наши, и сердце нам воздороги, и наши цноты узмацняй. Ты злого духа одари, и с упокоем одари, завсёды за собой веди, и пробачение грешным дай. Дай простяния воздать, и шлях до Сына покажи, ты дух любови и воды, верим Тебе во все часы. Богу Отцу слава завжди, и Сыну воскреслому, Утешителю Тебе, хвала на вечные веки. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Im nam na Ducha Świętego chcemy rozpocząć ten nowy rok. Как все наши помкнения, наши справы были згодны з волей Пана Бога. Хто може нам подказать, як поступать в нашем житті, як не той, который является тхнением, мудростью сучасного света. Как мы у нашем житті, прыгаючи з этажа нашего життя, з поверху 80-го може 60-го, може 43-го, минали и радовались тому, что приближается той час, тая надея, для якой мы все покликаны, коли, як не сёння, припомнить об цель нашего існування, это життя незвичайне, життя, где не треба буде святкувати ні Нового году, ні проважати Старого году, бо там часу нема, Бог поза часом. И мы сегодня приходим, как сапраўды, навучиться жить поза часом этого сучасного свету, які у розныя способы нас отрывая от сапраўднай любови Божай. Подчас этой святой мши я молюся за померлого Антона Козлюк 30 дней по смерти, как добрый и милосердный Пан принял его у володарства святых. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую хвалу. Споведаюся Богу всемогутному. І вам, брати і сестри, що згрішили вільні, думкою, словом, ушитком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усі
всіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогущий, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, а на землі слуга Богу, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Дея великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сине Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми молитву нашої, які сядеш православця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Аминь. молимся. Боже, Ты праздневочное материнство Найсвятейшей Панны Марии одарил людей ласкою вечно разбавления. Дай просим, как мы спознали заступництво Твой, раз якую приняли Твоего Сына, крылицу життя вечного, які з Тобою живей владали в єдності Духа Святого, Бог, раз усе веки вечные. Аминь. Читання книги Віжби. Промовив пан до Моїсія, кажучи: «Скажи Аарону і синам Ягоним, так благословляйте синов Ізраїля, кажучи їм: нехай благословляє тебе Пан і оберігає тебе. Нехай Пан розпромінить своє обличчя над тобою і одорить тебе ласкою. Нехай Пан скерує на тебе свой погляд и одорит тебе миром. И будут закликать имя Мое над сынами Израиля, и я благословлю их». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Нехай Бог смилуется над нами, Нехай Бог змилується над нами. нехай Бог смилуется над нами и благословит нас. Нехай зазяє обличчя Его над нами, как на земле мы спознали Ягоную дорогу. Между всеми народами яко славление. Нехай Бог Змилується над нами. нехай веселятся и радуются все племены, бо Ты судишь народы по воде правды, и племенами на земле керуешь. Нехай Бог
Няхай бояться яго всі межі землі. Няхай Бог змилуется над нами. Читання послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, коли надійшла повнота часу, послав Бог Сина Своего, народженого от женщины, подпорядкованного закону, как подкупить тих, хто подлягав закону, как ми отримали усиновлення. А покольки ви сини, Бог послав у ваше серце Духа Сина Своего, який скликає: Абба, Отче. Тому ти вже не раб, а син, а коли син, то із спадкоємства Божого. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Шмат разов промовляв колісті Бог дальця у наших праспророків. У гэты апошнія дні промовив до нас про Сина. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия Павла Луки. У той час пайшли пастухи, спешаючися, і знайшли Марію і Юзефа і немовля, якое ляжало у яслях. А коли убачили, розказали тое, що було обвешано їм про гэтае дитятка. І всі, хто чув, дивилися тому, що розказували їм пастухи. А Марія заховувала усі гэтыя словы, розважаючи їх у серці своїм. І вернулися пастухи, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так, як їм було сказано. І коли минуло 8 днів, як обрезати дитя, дали йому ім'я Єсус, якое було названо анёлом перед його зачаттям до луні. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Розпочиналося гэта ўсё у звычайны спосіб, у звычайным месцы, дакладна у гаражы. Было 3 людзей. 2 іх памалодша, трошкі больш, чым 20 гадоў, адзін имеў 40. Один из них продал машину Volkswagen. Выручку $1000 заинвестовал в фирму, якую закладывали. Другі принес добыток своего життя. Третій уложив великую сумму, так само, як на тыя гады, $800. Закладали фирму iPhone, czyli iPhone. Але тот, который уложил $800, 12 дней спустя побоялся, что стратить маёмасць своего життя. Пришел и забрал. Был это Рональд Вейн. Это $800. Не ведаючы, что у перспективе життя гэтыя $800 на сегодня бы заработали от 75 миллиардов долларов до 400 миллиардов долларов. Так рахуецца гэты уклад того человека. Что покіравала ім? Страх. Але як напіша далей, зрабіў яшчэ одну великую помарку. Можа, сказаў бы яшчэ і большую. Бо сам Рональд Вейн спісаў умову, договор паміж сабою, Джобсоном
і вязнікам, калі закладалі новую фірму. І гэтую умову у 80-х годах продал коллекционеру, который коллекционировал подписи знаних людей за $500. А у 2011 году эту умову той коллекционер перепродал за $1 600 000. Ну что говорю это? Как мы были подобны до Марии. Хтось тебе сказав, який спосіб? Фінансовий? Як правильно укладувати гроші? Ні, як правильно укладувати життя. Поглядзім на Марію у сённяшнім, а Марія захоўвала ўсе гэтыя словы і разважала іх у сэрцы сваім. Гледзячы на што? Што адбывалася пры нараджэнні дзіцяці. Гэтыя самыя словы яшчэ раз на пацвярджэнне жыцця Марыінага захаваюцца і будуць прапісаныя дакладна слова ў слова у сітуацыі, калі Jesús Христос, памятаем, 12-гадовы астанецца ў святыні Єрусалімскай, бацькі шукаюць 3 дні, і калі знойдуць, Jesús скажа, чаго вы мяне шукалі, ці не ведалі, што я павінен быць у тым, што належыць майму айцу, і будзе ізноў напісана. А Марыя усе гэтыя словы разважала, захоўвала і разважала у сэрцы сваім. Дакладна. Вытрымка. Часамі некалькі дзён, не хваціла 12 дней Роберту Вейну, каб мог перспектывічна узбагаціцца ў сваім жыцці і не мець нейкіх нешчасцяў. 12 дзён. Каб выдзяржаў, ён не выдзяржаў. На 12-й дзён прыйшоў і забраў вытрымка. Каб вы, браты і сёстры, часамі не чукалі, што ў касцелі тое, што мы сёння просім, атрымаем адразу, а потом, калі не атрымоўваем, каб мы адразу гэтага Бога не кідалі дзесьці у куток, альбо не адмаўляліся ад нашай веры, бо Бог дзейнічае не так, як у жыцці гэтага чалавека. І яшчэ былі другія сітуацыі, якія заіснялі і паўліялі, што ён яшчэ мог бы таксама укладваў лого, якое сёння з'яўляецца на айфонах, гэта пагрызенае яблыка. Гледзячы тады на перспектыву Ньютона, які назіраў, яго таксама намаляваў ён у сваём вобразе, які назіраў гэтым яблыкам і падумаў, добрый лёга будзе, але гэта таксама прадаў, аддаў задарма, а мог узбагаціцца вельмі моцна. Рызыка. Каб не баяліся мы, браты і сёстры, зарызыкаваць, паставіць на Пана Бога. Ток Хаммер памёр 18 верасня 1961 года, пробачьте, пожалуйста, не памёр, погиб в авиакатастрофе. Кто такі? Один из найлепшых директоров ГКО, который был у ОНЗ, ООН по-нашему сёння. Калі ён погиб, у яго кішэні знайшлі кніжачку. Незвычайно. Назва яе «Об наследовании Иисуса Христа». Прыйшлі да хаты, каб таксама абшукаць хату, нашлі ягоны дзённік, асабісты дзённік, з асабістымі выразамі і раздум'ямі над сваім жыццём. І калі прачыталі гэты дзённік, сказалі, што містык. Бо ён пісаў там вельмі глыбокія словы. Хоць яго ўсе лічылі, гледзячы на яго, жорсткім чалавекам. Аднака жыццё духовае меў вельмі глыбокае. Не я, Божа, але ты ўва мне жыві, не я. Табе давяраю ўсё. Усё, што ёсць, гэта не маё, а ад цябе паходзіць. Гэта і ёсць перспектыва глыбокага жыцця. Марія таксама мела свае планы на жыццё. Але Марія зрэзігнавала. Для чаго? Для Слова Божага. Зрэзігнавала з прыемнасцяў сужанства. Зрэзігнавала, адказалася ад жыцця, якое прапануе свет, а жыла толькі і выключна для Бога. І як шмат зыскала. Сёння мы
У першы дзень Новага года перажываем урачыстасць Богородицы, той, которая народила Слово, якое в ей зачалося. Той, якая дала Христа, дзякуючы якому мы сёння маем збавлення. Слово незвычайнае, слово вельмі глыбокае. Один из маляров, Рубен, намаляваў абраз, про які мы таксама час ад часу, можа, чуем у прыповесцях, альбо якісь апавяданнях падчас хаміліі, альбо, можа, прачытаем. Бруно Форере аб ім таксама прыгожа напісаў. На гэтым образе Иисус Христос стоит с лямпионом у руках и стукая у двери. Мы ведаем добра, что на этих дверях не маклянки старовец, но есть там посередине. Але Рубен гэты образ уместил еще больше досконало. Гэтые двери были уже порослены колючками. Сверху сидела летучая мышь. Все было заплетено паутиней, что означает, что праз гэтые двери, альбо гэтые двери давным-давно никто не отчинял. Навошта ён намаляваў такі образ? Намаляваў як прыклад свайго навяртання, бо навярнуўся у досыць позным годзе. І пасвяціў гэты образ сабе, сказаў, што Езус пры маіх дзвярах сэрца стаяў і стучаў. Але гэтыя дзверы я нікому не адчыняў. Але ў пэўным моманце зарызыкаваў адчыніць для Христа. И перамог. Бог во мне. Не я Бога, але Бог во мне, который ко мне пришел. Просим, как мы в нашем этом Новом годе, может, на ново попробовали поглядеть и отчинить сердце свое для Бога, для ближнего человека, для соправной любви. Как мы, не так, как Рональд Вейн, але так, как и двоих других, Джобсон и Возник, как мели зарызыковать своим життем и поставить на Бога, а перемогу отрымаем и узнагароду. Может и сегодня, бо в 80-х годах продал, а теперь в 2011 через 30 годов спустя можно было бы заработать великие гроши. А мы туда не для грошей, а для Христа, как наша любовь у нас помножалась. Аминь. Веруйте на Бога и спасибо, когда скажет своей любовью любви. И возводимого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, и от Души Непятая, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не спорного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, угрижованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоде Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова прийти в плане, судить живых и померных, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, яки промовлял проставку, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаем один их рост для отпущения грехов и чакаем воскрешения померлых
і життя вічного в будущем світі. На Бога, який про свого Сина, народженого з Марії, став одним з нас, узнесем про заступництва Богородицы с упольной молитвой и просьбой. Молимся за пасторов Костела, за нарушенное им задание, и они выполнили с верой и верностью. Просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наш народ, как заступництва Божьей Матери, оховала нас от всего злого и умацовывала в житии сходным с Евангелием. Просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за детей, которые не были послухняны своим батькам и возрастали в вере. Просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тех, для кого Новый год почался со смутку и терпения, как они отримали полегку и утешение. Просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, за померлого Антона, 30 по смерти, как добрым милосердным памятью носу святых. Просим. Вислухай нас, Пане. За нас, за правду, как в наших семьях пановало, супокоить и згоди. Просим. Вислухай нас, Пане. Дякую тебе, Пане, за неделю, яку нам дає заступництва Святої Богородиці Марії, научи нас брати приклад з її у нашому щоденному житті. Раз Христа, Пана нашого. Амінь. Прошу записувати. Дева святая, Сына колыхала, щира любов'ю, так п'яно співала, юренький любі, ти моє дитятко, юренький любі, крепка немовлятка, небо анёлы, на землю прибудьте, и с упокою Христовнами будьте, люленьки люби, Божа наша солнце, люленьки люби, благодать Господь. Молитесь, как мою и вашу отряду, храня Бога, и все молитвы. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, Ты храните и здійснення всіх добрих справ, Бога, чистость Божей Маті, дякуємо Тебе за початок нашого славлення, і просим, как мы с радостью дочекались Его плену, враз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. У Богу серці. Подякуем Пану Богу нашему. За правды годна и справедлива, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Panie Święty Ojcze, Всемогутный и вечный Боже, и как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи пошану Найсвятейшей Марии за все детей. Я на деяние Духа Святого зачала Твоего одинородного Сына, и заховываючи хвалу дьявольства, дала свету спрадвечное святlo Иисуса Христа нашего Пана. Раз Его Твою євість прославляють хори ангелов, які завсёды радуються перед Твоим обличием. Просим, как и наши голосы научались до их, разом зими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Росана на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Росана
з'явився Твоє створення в образ Сина Твоего, Пана нашого Ісуса Христа. Дійсною мocою Духа Святого Ти все оживляєш і освячаєш, і неспинно збираєш народ свой, как от усходу сонця і до заходу, складав імені Твоєму чисту віру, тому в єдності з усім Костелом, у найсвятейший день, коли благословенная Мария, у непорушнице Господи родила свету Спавца, раз Его покорно молим Тебе, освяти мocою Духа Твоего ті дари, які ми принесли Тобі на хвялость, как сталися яны телом і кров'ю Сина Твоего, нашого Пана Ісуса Христа, який нам наказав здійсняти эту таємницю. Бо он у тую ноч, коли був видадений, узяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з этого всі, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з Его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягу славы. Panie, wspominając zbawczую Bogu Twojego Syna, tak samo jako cudowne воскресение i Jego wszechświat, i czekając Jego drugого przyjścia z podziaką i składają Tobie эту живую и святую хвяру. Взглянь, просим, на дар Твоего Костела и прими Его, яко хвяру, яку Ты пожелал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отнимать спадщину с избранниками Твоими, найперв с Наисвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Иосифом и Евразником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным отцом Брониславом и всеми святыми, про заступництво яких мы сподеемся на Твою настольную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету спокой и избавление. Будь ласкавый, умацовать у веры и любови Костел Твой, яких зримує на землі, со слугой Твоим папам нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, с усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобой купленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой, о добрый Отче, ласково з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, хто у ласці Твоей обішов з гэтага свету, милостиво прийняв володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усякі вічния. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полная вдячности смиряемся оказать, Отче наш, который Отцу небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дай нам сегодня,
и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво упокой дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завшены вольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой ночи, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твоего богатства и милость, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и снова ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте в жизненному знак супокою. Божий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру ягодою. Аминь. Я не вартый, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тело Христа. Тело Христос родился, Бог объявился, ангел славит судно, спевали души, дай Господь, дай, дитяти Бога знают. Мария, Панна Мария, потопите царя и старину забыть, старину забыть, Иисуса Христос родился, Бог объявился, ангелы славят судно, спевают, пастушки играют, Господи,
Христа. И короли Тело Христа. добрые были. Тело Христа. Богу дитяти, Богу дитяти, Тело Христа. осяны сложили. Тело Христа. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят судно, спевают, пастушки играют, голосом питают, дитяти Бога знают. Блеснуло солнце, солнце правды вечной. Надея грешным, счастье власти вечной. Христос родился, Бог объявился, ангелы славят, судно спевают, пастушки играют, голосом питают, дитяти Бога знают. Приходи, кожний привітать Єсуса. Чистою душою виставлять Христуса. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки грають, голосом вітають, дитяті Бога знають. Будь обітаний, прославлений, милосердний Боже, раз Твою волю ворання доля каже нас не зможе. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки грають, голосом вітають, дитяті Бога знають. Молимся. Богородице, Панны Марии, Мати Твоего Сына и Мати Гостела, мы радостно приняли святейший сакрамент. Дай просим, как Он да помог нам досягнуть життя вечного, раз Христа Пана нашего. Амен. Сердце на слово. Новый год – это так само подсумование старого года. Что я повинен робить, як пробуєш, сказати, що в нашій парафії найважніше відбулося. А нема нічого важного, як хрости. В 2025 році минулим відбулося у нас аж 20 хростів. Коли порівняти з 2024 года, то стільки ж самих хростів, як і в минулому році. Чи много? Ну мало. Который говорит, кто спробуешь, слава Богу, поколетит. До первой коммунии приступило 21 людей, 21 человек. Шлюбов отбылося аж 3. Сакраментальные шлюбы при этом алтари. Сколько я приготовил суженков у другие парафии, уже не памятаю докладно, еще было так само 3. Это так само, як в тому і минулому годі, так само 3 шлюби. Сказав Бог, це не дренно. 3 года так само вельми шмат. Бо коли поглядеть ще 2 года устеч, то тільки був 1. Коли поглядеть ще 2 года устеч, то это було аж 0. Так що не так дренно, коли поглядим. У кожній парафії з этого алтаря було уділено 15 тисяч комуній, аж було роздано. Да, я коли раздаю коммунию, то говорю, тело Христа раз, тело Христа 3599, тело Христа 1508, тело Христа, и лечу, да. Не расту, конечно, там все попаковано, мне, коли купляю, там купается або по 1000 коммуникантов упасть с одной, або там по 500 не упакованные у пакетиках, а купляют сами коробку, там сразу 10 тысяч. Ну, так, как простее полечить, больше 15 тысяч. Это радует, что в нашей парафии люди стараются и жить близко с Христом, и так само очищают свое сердце, так само исповедаются, Это не так дрянно, как глядеть. По заправду, год тому назад было около 12 тысяч роздано святой коммунии, так что так само это как бы любовь до Бога и
полный удел святой мши нашей супольности парафиальной узрастали. Так, это стольки. Желаю вам, пожелания здравствуйте. Желаю вам в 2025 году, как, может, он у вас 2026 он у вас ничего не забрал. А то, что вы имели, как нам все это осталось, что есть. Вы уже такие пожелания пришли, так само, мне сподобались, что чего я чекаю от Нового года, как я ничего не забрал. Але осталось то, что наиважнейшее, как осталась теплая ковдра, как осталась тарелка, как осталось здоровье, как осталась Божья ласка. А что нам еще больше треба у житті до святости. Дякую вам, что вы есть, что приходите. Теперь помолимся короткой молитвой. Повстанем. Но сегодня в этот день с упокою, сусветный день, с упокою есть молитва. Написана святым отцом Павлом VI о супокое. Пане наш Боже, dzięki swojej łaskawości Ty stworzył ludzi, jak oni byli soudźnikami Twojej chwały. Błogosławiamy Ciebie i dziękujemy Tobie. Ty posłał nam Jezusa, Twojego umiłowanego Syna i uczynił Jego u paschalnej tajemnicy kronicy wszelkiego zbawienia i spokoju, powieścią wszelkiego braterstwa. Dziękuję Tobie za żądanie, namaganie i czyny, jakie Twój Duch spokoju obudził nasz czas, jak zmienić nienawiść w Bogu. Недоверие zrozumieniem, обуяковать солидарностью. Jeszcze больше открой наш розум и наше сердце на потребу всех наших братов, как мы что раз больше становились будовниками спокою. Памятай Божьей милосердности про усіх, хто працює, терпить і помирає. Про намагання, які надають світу більш братний характер. Нехай Твое володарство справедливости, супокою и любови з'єднає людей кожної раси і мови, а земля нехай наповниться Твоєю хвалою. Аминь. Примите Божие благословение. Пан з вами. Поклоните ваши головы на благословение. Бог крильниця і початок всього благословення, нехай щодро одурить вас своєю ласкою, і на протягу всякого года заховає вас у добрім здоров'ї душі і тіла. Аминь. Нехай Бог заховає непорушність вашої віри, дасть упевненість у надії, і вірністю любові, яка допоможе витримати во всіх випробуваннях. Аминь. Нехай Бог заховає у супокої ваші життєві справи, тепер і завсюди вислуховує ваші молитви, і щасливо приведе вас до життя вічного. Аминь. Благословення всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай зійде на вас і застанеться назавсюди. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут уснуть во свете. Аминь. 176. Нова радость стала, что еще не бывало, но Бетлееме, когда ясно свету засияла. на Бетлееме